Ну ладно, я прочту. Может быть и прокомментирую, посмотрим. Не дайте Закаеву под себя поджать батальон Мансура. Он всячески пытается это сделать, чтобы нейтрализовать вашу работу. Да, у меня по этому поводу тоже есть свое мнение. И у меня очень хорошие отношения, братские отношения с нашими бойцами из этого батальона, батальона имени шейха Мансура, а также уважение и братское отношение к тем другим нашим бойцам, которые сегодня находятся в Украине. Это батальон имени первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева. Это те люди, которых я уважаю. И создание других батальонов, я уже начал комментировать, и создание других батальонов на территории Украины, и попытка получить этим какую-то славу, я считаю, что это глупое решение, неправильное решение. Нужно было сделать все, чтобы помочь вот этим батальонам, которые уже там находятся с 2014 года. Вот. Им надо было помогать, и надо было сделать все, чтобы объединить вот эти батальоны. Вот тогда было бы это все бесценно. А так получается, что это делается ради своего хайпа, ради своей славы. Создание батальона, очередного батальона в Украине, какие-то пустые заявления, что якобы он поехал в Украину, встречался с политиком. Никто из политиков его там не встречал. Ни с кем он не встречался, и никто его не принимал, и никто не собирается с ним что-либо подписывать. Все остальное это вранье. Я не хочу, чтобы вам врали кто-либо, без разницы кто. Я то же самое открыто говорил Кадырову, когда этот ушлепок обманывал народ, я открыто выступал, да, мне угрожали и тому подобное. Но я не считаюсь со лжецами, я просто ненавижу ложь. Вот. Это было по поводу Украины. И там добавлю, что никто не имеет права называть себя сегодня главнокомандующим. Где блиндаж, где штаб, где окопы. Примерно те, которые были у наших лидеров, которые воевали против русских оккупантов, будучи на нашей родной земле. Вот что я скажу. Я не говорю о его личном, я говорю лишь о тех вещах, которые касаются всех нас. А то, что именно сейчас я это говорю, потому что сейчас они перешли все границы. А до этого у Анзора было терпение 20 лет, 22 года, чтобы не говорить это. А сейчас это вылезло. Вот почему. Руками этих людей был внесен раскол среди чеченского общества. И кто мне докажет, что это не так? А я докажу обратное. Действительно, он и другие виноваты в том, что чеченское общество так находится в этом состоянии. Были громкие слова, приписывание чужих достижений и так далее и тому подобное. А вот именно вот эти люди, и еще есть и другие люди, которые не хотят этого единства и наоборот делают все, чтобы этого единства не было. И именно из-за этих людей вот этого единства нет на территории, среди чеченского общества. Вот кто виноват. У Ахмеда Закаева точно такая же идеология, как у Кадырова. Так, разница хуюшу закаевца целое ебо. Знаешь, вот методы, одинаковые методы по очернению и оскорблениям тех людей, которых они считают своими оппонентами. Да, они могут считать некоторых людей своими оппонентами и могут считать угрозой какой-то. Вот почему они пытаются там наговаривать. Мой адрес, вот смотрите, уже давно я это замечаю, я терпел это все это время. Где-то дома такие пропагандисты, которые работают на Кадырова, что-то говорят там. Потом то же самое говорят здесь люди, которые сегодня окружают Закаева. То же самое, копия. К примеру,
Анзор сегодня с Бартмар-Шоу, он спелся с ними. Анзор сегодня связался с радикалами. Анзор сегодня спелся с Удуговым и так далее и тому подобное. Говорят там и говорят люди, которые сегодня окружают Закаева. Вот то же самое говорили про мать, мою мать. Я буквально сейчас в начале сказал, как они начали меня упрекать в том, что моя мать ездила домой. Ну и что? Кто мне, например, это запретит? Может, я ее опустил. И что дальше? Хотя я рассказал, как это произошло. Зацепились за женщину, за больную женщину с онкологией. Потом этот же Закаев, там другие еще звонили моей матери, вот там Анзора надо остановить, Анзор там работает с Удуговым, моей матери говорил. Все это тоже некрасиво. Не надо звонить моей матери, не надо упрашивать там в чем-либо мою мать. Моя мать больна сегодня. Оставьте, не дергайте ее. Удугов. Я Удугова давно не видел. А то, что я сегодня встречаюсь с Бартмар-Шоу, это не их дело. Не их дело. Среди Бартмар-Шоу очень много хороших братьев. И среди них, насколько я вижу, знаю, нет таких людей, которые звонили Кадырову и называли этого ушлепка своим братом. Вот. Если я найду какой-то такой факт, что я с таким человеком общаться не буду. Вот такая у меня позиция, твердая позиция по отношению к нашему врагу, по отношению к нашим таким предателям, ушлепкам всяким. Твердая. И никто не сдвинет меня с этой позиции. Ищет халешу позиции, я про тех, которые обманывают людей. И еще пытаются оправдать этот звонок Кадырову. Да, это было очень мерзко. Я еще раз повторю, это было очень мерзко. Даже после этого такой человек становится нерукопожатным. Да, и еще добавлю, почему я молчал, да? Я же как бы не рассказал все остальное, не все, конечно. Там тоже и остались вещи. Но почему я молчал? Вот именно потому, что я надеялся на... Вот считайте это моим терпением, что Анзор там терпел 22 года или там 15 лет, без разницы. Я терпел, действительно. Да, видеть, знать все это, я-то много знаю. И они прекрасно знают, что я знаю, что у меня есть много чего. Вот. И зная это, действительно тяжело. Потому что я это знаю, потому что это внутри сидит. И сегодня я это высказываюсь именно для того, что уже видя вот эту ситуацию, что призывает нашу молодежь на войну. Да я не хочу, чтобы нашу молодежь призывали куда-то умирать на войну. Хватит, не надо. Призывайте к знаниям, к науке, там, чтобы наша молодежь училась. Вот призывайте к этому. Вот почему Анзор молчал все 20 лет. По этому поводу. А так Анзор проводил эту работу. Да, не публично, может, где-то. Вы меня здесь в Ютубе увидели там 2-3 года назад. Вот. И теперь будете видеть часто. Иншаллах.